Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 9 февраля. Это у нас будет пятница. Смотрим мы на колоде пассианс все знаки зодиака от Овнов до Рыбок в двух частях. Это первая часть, первых 6 знаков. Хочу вас поблагодарить за активность, за то, что вы ответили на мою просьбу и проголосовали, то есть отдали свой голос за один из вариантов. Мне очень приятно. Я вчера просматривала, вчера и сегодня немножко уже сообщения. Все обязательно расскажу вам во вторник, что я там насчитаю. Так, Овен, смотрим. Покажите мне. 9 февраля, прогноз на пятницу для Овнов. Мешок с деньгами сразу первое событие. Хорошо. Месяц. Событие, которое повторяется каждый месяц. Может быть, это будет связано с деньгами. То есть то ли вы получаете каждый месяц в этот период, то ли наоборот что-то покупаете, тратите, оплачиваете, возможно. Ожидание денег. И все-таки вы ждете, наверное, чтобы они к вам пришли. Ножницы, решение вопроса. Колокольчик, пустые разговоры. Болтовня. Ну и смотрим горизонталь, вертикаль. Нет. Не вижу. 5 событий. 5 событий. Первое показывает, что будет повторяться какое-то событие, которое все время происходит. Вы будете ожидать чего-то. Скорее всего, денег. Деньги выпадают. Ожидание денег. С кем-то будет разговор и болтовня, и будет решение вопроса. Смотрите, замечательный день. Вопросы решаются, деньги получаются, то есть и разговоры с кем-то. Так что все будет хорошо в пятницу. Благодарю за внимание, Овны. Перехожу я к Тельцам. Забыла, кто следующий. Тельцы. Смотрим. 9 февраля. 9 февраля, пятница. События дня. События дня. Бабочка. Первое событие – это деловой разговор. Цыпленок. Общение с семьей, с детьми. Сундук нельзя, к сожалению. Свидание, роза. Ну, может быть, приятная встреча, если не свидание. Конфликт. 2 меча. Горизонтали, вертикали нет совпадений. 4 события, получается, я нашла. Первое – это деловой разговор. Второе событие – общение с семьей, с детьми. Приятная встреча и предупреждение. Может с кем-то быть ссора крупная, да, то есть либо такой прям скандал. Так что
Постарайтесь ни с кем не поругаться. Иногда еще карта показывает, мы являемся свидетелями скандала. То есть не участвуем в нем, а просто вот на наших глазах это происходит. Может быть, даже так. Благодарю за внимание, Тельцы. Перехожу дальше к близнецам. Смотрим близнецы. 9 февраля. События дня для близнецов. Ой, да, правильно, деловая встреча. Свиток. Маска, обман, смотрите, да, какое нехорошее сочетание. Деловая встреча и маска, обман. Разочарование, печаль. Да, то есть вы будете разочарованы, маски будут сорваны. И видно, человек, которому вы доверяли, выяснится, что вас обманывал. Корона. Общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком. Так, смотрим теперь здесь. Домик. Домик нельзя, обе карты зафиксированы. Нет, нет, нет. Нет. Нет и нет совпадений. Получается деловая встреча, обман, разочарование и общение с каким-то влиятельным человеком. Возможно, вот как раз встреча будет с ним, да, то есть обычно от такого человека не ждешь, да, то есть обмана. Серьезный, да, то есть такой серьезный, влиятельный, успешный. А тут на тебе, да, то есть и маска. Может быть, он таким прикидывался. Ну, в общем, в любом случае для вас предупреждение, будьте очень осторожны. Если у вас с кем-то какие-то деловые разговоры в этот день, да, то есть подписание документов, важные встречи, вам надо быть осторожными. Могут обмануть. Вот так. Да даже если это и не встреча, а просто, знаете, вот не такое прям не масштабно серьезное, все равно надо быть осторожными, чтобы не попасться на удочку обманщиков. Смотрим дальше раков. 9 февраля. 9 февраля. Пятница. События дня. Книга выпадает, первое событие. Это посещение госучреждения, казенный дом. Конверт. Получение. Возможно, вы что-то в этом казенном доме будете получать. Документ, справка, посылка, может быть. Просто какая-то информация на бумажке написанная. Любовь. 2 сердца. Удача. Печаль. Колодец.
Тайную встречу нельзя. И здесь нет. Значит, смотрите, получается посещение госучреждения, ну, какое-то взаимодействие. Может быть, там вы туда звонить будете, или к вам придут из госучреждения, да, там проверять счетчик или еще что-то. В общем, взаимодействие с госучреждением, получение информации, новостей, каких-то документов, удача, везение, любовь. Ну и вот единственный минус – печаль. Что-то вас вечером может расстроить, опечалить. Что непонятно. То есть, видите, все как бы, все события неплохие. Возможно, это не будет касаться вас лично. У кого-то что-то произойдет, а вы за кого-то расстроитесь, может быть. Ну, опять же, это может быть и кино, например. Посмотрели кино, расстроились, да, там какие-то переживательный фильм какой-то может быть. То есть тут как угодно может проигрываться. Что это за переживания, я уже не могу вам подсказать, откуда они у вас появятся. Благодарю за внимание, раки. И перехожу ко львам. Львы, смотрим. 9 февраля. События дня для льва. Колокольчик, первое событие. Болтовня. Посещение госучреждения, казенный дом. Болтовня в казенном доме. Гости. Дорога. Знаете, что-то еще может быть? Дорога и казенный дом — это может быть ЖД вокзал, аэропорт, автостанция, на автобусе. Едете кому-то в гости. Так, и еще есть получение информации. Но это, скорее всего, в электронном виде будет информация. То есть это смс-ка приходит. Это может быть письмо на почту какое-то важное. Новость где-то там в Ютубе что-то услышали, увидели. В телеграм-каналах, да. То есть это вот такая электронная весть. Здесь не вижу совпадений. Получается, первое событие показывает, что у вас с кем-то будет болтовня, разговоры. У вас будет дорога, поездка в пятницу, гости, посещение госучреждения и новости, информация вечером. Ну, это, в принципе, неплохой день. Да, то есть все события хорошие. Благодарю за внимание, львы. Перехожу я к девам. Сейчас будем смотреть, что у дев будет в пятницу. Девы. 9 февраля. Девы, события дня. Пятница. Месяц, первое, что я увидела. Месяц показывает события, которые повторяются каждый месяц, будут 9-го.
прибыль, финансовые поступления. Возможно, вот каждый месяц 9 числа вы что-то получаете. Может смещаться, допустим, может быть еще 8 и 10. Потому что прогнозы на день, они гуляют, скажем так. Один день туда, один туда. Свидание может быть в пятницу. Мешок с деньгами, видите, выпадает. Да, то есть и сундук, и мешок с деньгами. Но опять же, если сундук это точно поступление, да, то есть когда деньги идут к вам, то мешок это могут быть и расходы. Хотя может быть, допустим, и еще один источник дохода. Тут сложно уже сказать. Будет 2 плюса или плюс и минус. Ну, будем надеяться, что 2 плюса. Бокал нельзя. Так и так. Ну, больше совпадений не вижу. Получается, у вас 4 события. Первое, месяц показывает, что будут события, которые имеют цикличность, повторяется. Будут финансовые поступления, будет приятная встреча, возможно, свидание, если есть с кем на свидание ходить. И расходы. Мешок. Расходы, либо еще один источник дохода. Ну, чаще, конечно, как расходы проигрываются. Там расходы на свидание, допустим. Вот так. Ну, в принципе, день очень даже позитивный, девы. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку я всегда оставляю внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, мы с вами увидимся уже во второй части.